Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Аркадак одержал победу в финале Лиги вызова. Посольство России представило книгу о вкладе Туркменистана в победу. В Ашхабаде пройдет конференция по вопросам изменения климата и другие новости. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин направили поздравительные послания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Посольство России в Ашхабаде представило сборник «Вклад Туркменистана в победу в Великой Отечественной войне. История и современность». В составлении издания участвовали российские дипломаты, публицисты и представители туркменских научных кругов. Впервые из семейных архивов жителей страны опубликованы фотографии участников Великой Отечественной войны. В издание также вошли статьи о проводимой в современном Туркменистане работе по сохранению исторической правды о Великой Победе, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на приеме по случаю 80-летия Победы. В иранском городе Гурген состоялась первая специализированная выставка экспортных возможностей Туркменистана. Мероприятие, проходившее в течение 3 дней в Международном выставочном центре, собрало 12 государственных предприятий и около 50 компаний, членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. В Ашхабаде 13 мая стартует 7-я Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата, достижения глобальной цели климатического финансирования через выполнение региональных и национальных мер в Центральной Азии. Посетители Всемирной выставки Экспо-2025 в Осаке с большим интересом делятся в социальных сетях фотографиями и впечатлениями от павильона Туркменистана, который стал одной из популярных достопримечательностей выставки. Гости из разных стран мира активно знакомятся с богатым культурным наследием туркменского народа, представленным в павильоне. В Ашхабаде состоялась премьера хореографического и цифрового шоу «Rituals», созданного благодаря сотрудничеству французского хореографа Жан-Марка Матоса, итальянской танцовщицы и хореографа Маргарита Бергамо, а также государственного ансамбля танца Туркменистана и государственного ансамбля танца Мингли. В проекте также принял участие фольклорный ансамбль «Акджаяр» из Балканского вилаята с национальным танцем «Кюштепты», включенным в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Научная группа из британского университета Royal Holloway обнаружила неожиданный лингвистический фактор, значительно влияющий на воспринимаемую искренность извинений. Согласно результатам исследования, ключевую роль играет не столько содержание высказывания, сколько длина используемых слов. Ученые выявили закономерность. Извинения, состоящие из более длинных слов, воспринимаются слушателями как более искренние и убедительные. Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям достигли исторического прорыва на Большом адронном коллайдере, впервые успешно трансформировав свинец в золото. Это достижение воплотило древнюю мечту алхимиков в реальность с помощью современной физики. Аркадак стал победителем Лиги вызова АФК. В решающем матче в столице Камбоджи подопечные Владимира Байрамова одержали победу над клубом Свай Риенг со счетом 2-1 в дополнительное время. Мячи в составе туркменской команды забили Микан Сапаров на 59-й минуте и Алтымурат Аннадурдыев на 112-й минуте. Победа футбольного клуба «Аркадак» в финале Лиги вызова АФК позволила увеличить представительство Туркменистана в следующем сезоне азиатских клубных турниров до 3 команд. «Аркадак» получил прямую путевку в групповой этап 2-й Лиги чемпионов АФК. Ахал начнет выступление с раунда плей-офф 2-й Лиги чемпионов. Алты-Насыр гарантировал себе место в групповом этапе Лиги вызова АФК. Национальная сборная Туркменистана по художественной гимнастике в составе 13 спортсменок принимает участие в международном турнире East Cup and Olympic Starts в китайском городе Гуанчжоу. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.